Доброе утро вторника, дорогие друзья. Телепрограмма «Якутия-24» приветствует всех наших любимых, дорогих утренних телезрителей, всех тех, кто, возможно, сейчас только просыпается, либо тех, кто уже бодрствует. Или заварил чашечку чая и вместе под это дело смотрит нас. Все верно. Павел Танин, Дарья Анкехова приветствует вас. Ну и, как всегда, мы хотели бы очень, чтобы вы в ближайший час, то есть в течение нашего прямого эфира, провели это время вместе с нами, потому что, как обычно, мы постараемся сделать это утро бодрым, полезным, ну и, конечно, мне кажется, таким позитивным. В принципе, да, вот для самое чего главное, мы и существуем. мне кажется, позитив — главный движитель вообще нашей жизни, который позволяет при любых обстоятельствах двигаться вперед и не унывать. Ну и, собственно, один очень важный фактор, который также заставляет нас улыбаться по утрам, это погода за окном. Но сегодня мне показалось, что как будто бы потеплело. То есть что-то заставило тебя за окном улыбнуться. Улыбнуться. Ну, давайте узнаем, так ли это на самом деле. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 36 градусов. В Заречной группе 29-37 ниже 0. В южных 32-34. В Вилюйской группе 40-42 градуса мороза, в Нижнеленских до минус 45. В западных регионах 38 ниже 0. В Колымандигирской группе Улусов 31-41, в Янских до минус 49, на северо-западе 30-36 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 31 градус. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 27 градусов. Вчера, как казалось бы, должна была зима начинаться с Якутии, а сегодня она как будто бы куда-то опять пропадать начинает. Нет, примерно, знаешь, наверное, плюс-минус та же погода, как и вчера, просто вот из-за ветра. Вчера был очень холодный ветер, и сегодня он тоже будет, поэтому примите это сведение. Да, ощущаться будет не 27-29, а, наверное, все 35. Ветер Все верно. имеет свойство так делать. Ну, а говоря про зима начинается с Якутии, елку зажгли, в Якутске вчера. Замечательно. К Новому году мы уже все стремимся, финишная прямая. Между тем, Дед Мороз прибыл с предновогодним визитом в Индию и поздравил местных жителей с наступающим праздником. Сказочный персонаж посетил международную школу Санта-Мария в столице и русский дом в Ченае. Волшебник вручил подарки школьникам, а также осмотрел сооружение комплекса Панчат-Радхас и гуляет по берегу Бенгальского залива. В рамках поездки сказочный персонаж впервые посетил знаковые достопримечательности штата Тамилнад. Панчат-Радхас, представляющий собой 5 храмов в форме колесниц, высеченных в скалах и названные в честь героев эпоса, и знаменитый масляный шар Кришны, гигантский гранитный валун на склоне холма. Дед Мороз побывал впервые и на берегу Бенгальского залива, где в буквальном смысле окунул в него ноги. В этот раз, как по волшебству, он увидел залив до наступления шторма, который надвигается на эту область Индии. Теперь его ждет Мумбаи. Предположительная поездка для жителей Индии состоялась благодаря Русскому дому в Нью-Дели и Индийской ассоциации российских соотечественников. Такая очень интересная картинка, такие все загоревшие парни, ребятишки, и наш русский Дед Мороз. И как-то видеть его в окружении летней абсолютно погоды, не очень контрастирует. Но ты знаешь, русский Новый год известен во всем мире, и поэтому, а почему бы и нет? И почему его там не должно было быть? Должен был быть. Ну, а почему бы, действительно. А несмотря на то, что только 2 декабря, мы стремимся, как уже сказали, последний финальный отчет, можно сказать, дневной, несколько дней, это примерно 4 недели. Каждое утро я лично просыпаюсь с тем, что 4 недели до Нового года. Ну, а мы, в свою очередь, в рамках нашей утренней программы решили устроить небольшой такой челлендж, или, как сказать, развлечение. Возможно, просто приятную миссию. Каждый день мы открываем наш такой интерактивный адвент-календарь, и каждый день мы либо рассказываем про что-то новогоднее, либо показываем. Собственно, сегодня необходимо открыть следующее наше окошко 2 декабря и узнать, какое же задание у нас есть на сегодняшний день.
Паш, но вопрос на сегодняшний день звучит следующим образом. Как ты думаешь, какой самый желаемый подарок на Новый год у большинства людей? Ну, очень часто вообще в последнее время, когда речь касается подарков, я натыкаюсь на вот эту историю, что все начинают наличкой дарить подарок, да, денежки в конверте и так далее. А ты правильно говоришь, потому что, согласно данным опроса, абсолютным лидером в списке желанных подарков стали деньги. Такой идеальный вариант указали 55% респондентам. Согласно данным опроса, ну, это, конечно же, денежные средства. Вслед за деньгами идут, как ты думаешь, что? Ну, возможно, что-то уже тоже дорогое, может быть, но не в виде денег уже. Все верно. Но опять же, это все про материальность, ювелирные украшения, набравшие 46%. Ну а замыкают тройку лидеров? Ну, если мы уже по такой идем тенденции, что-то связанное с смартфоны какие-нибудь. Все верно. Гаджеты 39% опрошенных. Но вот это статистика, так сказать. Ну а что же выбирают жители и гости нашей столицы, узнали наши корреспонденты. Что бы вы хотели получить на Новый год в качестве подарка? Диван. Да, диван хочу получить. Компьютер. PlayStation 5. Нет, для меня самое главное, чтобы дети мои были здоровы. А остальное мне как-то подарки уже особо мне и не нужны. Главное, наверное, чтобы дети здоровы были, бабушка здорова была. Вот это самое важное, наверное. Честно, не знаю, даже не думала об этом. Но, наверное, что-то ручной работы или какой-нибудь местный бренд, что-нибудь такое прикольное. Я бы хотел получить себе телефон новый. Еще что-нибудь? И новогоднее настроение. Поездку куда-нибудь, наверное, в теплые страны. От мужа хотела бы получить. Отдохнуть от нашей зимы. В качестве подарка я, например, очки. А я ничего не хочу. Мне все есть. Новогоднее счастье. Ну, и денег, да. Что бы вы хотели получить в подарок на Новый год? Деньги. Сколько? Много. Еще что-нибудь? Деньги. Ладно. Больше ничего не надо. Любовь к самому себе, наверное. Отлично. Еще что-нибудь? Если в физическом, то, скорее всего, просто крепкие объятия. Игрушку. Какую? Любую. Какие милые ответы, да? Ну вот не все про материальность, оказывается. Вот многие желают просто жарких объятий, кто-то хочет здоровья своим близким, да? Да. Ну а кто-то вообще ничего не хочет. Но очень даже такие местами и бытовые вещи какие-то есть. Да. Но мы сейчас увидели все-таки, да, вот в частном, да, вот каждый человек свое сказал. До этого у нас были все-таки соцопросы, когда опрашивалось огромное-огромное, да, количество людей, и там это все как-то обобщили, на что больше отвечали. Понятно, Ну а вообще в целом кто-то ищет подарки, кто-то пакует чемоданы, а кто-то думает о том, как бы привести себя в физическую форму, например, сбросить вес. Да, ведь впереди нас ждут гастрономические изыски новогоднего стола, я бы даже сказал, гастрономическое испытание майонезом. Все хотят выглядеть отлично в новогоднюю ночь, и стремление избавиться от лишних килограммов, оно нередко становится частью подготовки к празднику. Предлагаем начать вам прямо сейчас, сделав утреннюю зарядку вместе с нами. Всем доброе утро, меня зовут Елена Агаева, и сегодня мы сделаем с вами зарядку на все группы мышц. Итак, поехали. Начинаем разминать наши плечи, разминать наши ручки. Каждое упражнение мы выполняем по 1 минуте. Итак, следующее упражнение у нас поворот. В сторону тоже тянемся, растягиваем наши плечи, разогреваем наши мышцы. Следующее упражнение у нас ручками бьем вниз и делаем захлест. Стараемся пяткой достать до попы. Это упражнение тоже выполняем 1 минуту. Итак, следующее упражнение у нас круговые движения руками.
Следующее упражнение у нас круговые движения руками. Это упражнение тоже также делаем 1 минуту. Следующее упражнение у нас поднимание колен вперед. Разогреваем наши колени. Следующее упражнение у нас махи ногами в сторону. Все делаем медленно, красиво. Следующее упражнение у нас вращение бедрами в бок. Тоже это выполняем 1 минутку. Обязательно дышим, обязательно улыбаемся. Так, остановились, ручками потрясли, ножками потрясли. И теперь будем вставать на носки и поднимать руки через бок. Вдох, выдох. Вдох, выдох, носки, пятка, носки, пятка. Следующее упражнение у нас перекаты с ноги на ногу. Это упражнение также разогревает наши колени. Ручкой тянемся вниз, шея у нас продолжение спины. Также дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Остановились, ножки встряхнули. Итак, эту зарядку вы можете выполнять каждый день, чтобы быть здоровыми, красивыми и бодрыми. Всем пока-пока! Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Между Якутией и татарским городом Нижнекамском подписан совместный план мероприятий на 2026 год, состоящий из более чем 30 пунктов. Одним из важных событий сотрудничества станет проведение презентации праздника Исэх на площадке народного татарского праздника Сабантуй в Нижнекамске. Напомню, в этом году Якутск и Нижнекамск во время пребывания делегации Якутии в Татарстане подписали соглашение о побратимских связях. У нас еще плюсовая температура, и мы впечатлены действительно той зимой, тем высоким уровнем организации мероприятия, которое проходило в городе. И мы благодарны нашему городу-побратиму Якутску, который действительно для нас открывает не только зиму, но и новые возможности. Мы братские народы, у нас действительно очень много общего. И сегодня выстроена работа, подписан меморандум, дорожная карта. И в 2026 году мы планируем проведение вашего национального праздника Исых, который пройдет в Нижнекамске 13 июня. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех на этот прекрасный праздник. Первый этап масштабной акции «Безопасный лед», прошедший с 24 по 30 ноября по всей Якутии, охватил более 3500 человек. В рамках кампании было проведено около 1100 патрулирований водных объектов, охвачено 20 мест подледной рыбалки и 7 ледовых переправ. На потенциально опасных участках установили свыше 90 запрещающих знаков. В акции участвовали представители местных властей, правоохранительных органов, спасатели, инспекторы ГИМС и волонтеры. В ходе мероприятия 17 человек были привлечены к административной ответственности за выезд на лед в несанкционированных местах. Выбор места для обучения вождению станет проще. В России начнет работать единая система оценки эффективности автошкол. Соответствующее решение подписал Владимир Путин. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Перечень критериев для оценки работы автошкол будет разработан Министерством внутренних дел. Одним из показателей станут проценты сдачи экзаменов с первого раза и данные о ДТП, происшедших по вине выпускников учреждения. До изменений государственные органы могли проверять только программы обучения водителей. В Горном Улусе Адунинский центр развития ребенка Толукчана распахнул свои двери для молодых семей Улуса, организовав форум благословения Айгыт для молодых семей Улуса. Мероприятие было посвящено демографическим вопросам Улуса за круглым столом, основанным на традиционных якутских методах воспитания детей. Прошли обсуждения роли и особенностей божества, мастер-класс по парной танцевальной терапии и конкурс «Союз двух сердец» собрали вместе молодых перспективных семей из Адуну, Бердигистяха, Артусурта, Мытаха и отдаленного Малтаны. Стоит отметить, что с начала этого года в Адуну родилось 8 малышей, а по всему Улусу за 11 месяцев родилось 114 детей. Соблюдение традиций, знание традиций и исследование этих путей традиций, сохранение, это поможет воссоздать демографическую ситуацию по стране. Только могут традиции. Без традиций законы жизни человек не может правильно воспринять. Человек за свою короткую жизнь не может создать свод таких правил. Поэтому он должен следовать по опыту своих предыдущих поколений. С сегодняшнего дня в течение 2 дней в Якутске пройдет первый съезд библиотекарей Республики Саха-Якутия. Съезд пройдет под девизом «Сохраняя язык, создаем будущее». Двухдневный съезд объединит специалистов библиотечной отрасли и представителей власти, а также образования, науки и издательского сектора. Ну и, конечно, общественных организаций. Сегодня у нас в студии заведующая медиацентром Национальной библиотеки Якутии, это Аина Прибылых, и Ольга Лысенко. Ольга у нас является заведующей Максоголовской поселковой библиотеки, филиалом номер 7. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, Аина, первый вопрос к вам, как организатору, все-таки, почему именно сейчас возникла необходимость провести такой масштабный съезд? В чем видите вообще главную его миссию и ключевое значение? Сегодня идет такая государственная политика, которая объединяет нас вокруг сохранения и популяризации родных языков. Это касается всех языков, народов, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия, государственные и официальные языки. И получается, сегодня библиотеки еще очень сильно трансформируются у нас в эпоху глобализации, цифровой трансформации. Мы хотим найти свое место, свое призвание и объединиться вокруг такой масштабной цели, что библиотеки еще и катализаторы, кодировщики духовно-нравственных ценностей среди общества. И чтобы сверить часы, чтобы прийти услышать себя, посмотреть опыт прошлых лет и дальше уже принять какие-то необходимые меры для дальнейшей работы. Вот вы уже отметили, что библиотека сегодня идет в ногу со временем, и это уже совсем не та библиотека, в которую, допустим, помним мы в свое детство. Вот, Ольга, расскажите, какая на сегодня библиотека 21 века, конкретно на примере вашего филиала Максоголовской поселковой библиотеки? Сейчас каждая из библиотек стремится стать модельной, получить статус модельной библиотеки. Это и государственная поддержка, в первую очередь, и модернизация библиотек идет. Вот наша библиотека в 2024 году получила статус модельной библиотеки, и есть ключевые требования к тому, что библиотека получила статус модельной. А в целом вообще поселковые библиотеки сегодня с какими вызовами сталкиваются? Потому что в целом, мы представляем, но обычно на примере глобально, крупных библиотек, республиканских библиотек, а вот поселковые, может быть, у них история немножко отличается? Я не думаю, что поселковые библиотеки, они каким-то образом отличаются от... Наверное, просто исходя из локальных, особенностей, меньше читателей, может быть, потому что меньше жителей, такие количественные, наверное. Мой опыт наблюдения, мы работаем с муниципальными коллегами, и все равно
квалификация, да, вот уровень образования, самообразование, он практически вот одинаковый, да, с с центральными, с республиканскими, можно даже сравнить с российскими коллегами. Но вернемся все-таки к нашему съезду. Да, девизом у вас является такой очень красивый слоган, да, «Сохраняя язык, сохраняем будущее», да. Вот, ну, тут, собственно, все говорит само за себя, да. Ну, и вообще, как медиацентр Национальной библиотеки и новые технологии, да, вообще помогают сегодня сохранить язык? Мы взяли в себе вот такое, да, направление сохранения не только вот языков, да, но и культуры, потому что язык, культура, они идут рука об руку всегда. В 2022 году мы направили курс нашей работы именно на сохранение, популяризацию культурного наследия в цифровом пространстве, в медиапространстве. Ведем с вами тоже такую совместную работу, да, и это вообще создание линейки продуктов именно популяризирующие вот эти направления. Сняли несколько крупных проектов, которые растиражированы вообще по всей России. Это сохранение культурного наследия и языки народов Якутии. Очень гордимся этими проектами, и вообще это все у нас отражается на нашем официальном сайте. Если вбить, допустим, в поисковике эвенки, язык, то выйдет сразу в первую очередь релевантный доступ, даст на наши медиапродукты. Там надо выбрать, да, какие медиапродукты, и полностью выверенная научно такой обоснованная информация, такие медиапродукты у нас есть, и с вами мы тоже сотрудничаем, да, тоже можно увидеть наши такие проекты. Но у вас в Максагалохе какая работает проект интересный, может? Тоже это русскоязычный поселок, но у нас в библиотеке с прошлого года работают курсы якутского языка, они востребованы. Очень, я думаю, это будет продолжаться. А кто больше посещает их? Это для взрослых или подростки, дети? Ну, в школе все равно ведется программа знакомства с культурой Якутии. А так, конечно, взрослое население. Да? И пользуется спросом, да? Ну да. Интересно. Ну вот вопрос, наверное, такой, да, мы все-таки название, да, вот девиз «Сохраняя язык, будущее». А вот говоря про само будущее, как вы считаете, наверное, вопрос к обоим, да, к обеим, учитывая разность, да, масштабов как бы республиканской библиотеки, поселковой, но хотя, в принципе, суть везде одна. Как вы считаете, какой должна быть библиотека будущего, да, в Якутии, чтобы быть такой же востребованной, как у людей старшего поколения, которые, ну, как бы они, в принципе, привыкли, что библиотека всегда есть вот это место, хранилище знаний, информации, культуры, да, и цифровое поколение? Ну, хотелось бы, конечно, сохранить прежде всего читателя в библиотеке, именно читателя, чтобы библиотека была востребована именно как объект, именно пропагандирующий чтение, не только информационный. А для меня, чтобы она была, ну, доступна всегда, то есть можно прийти ногами, да, зайти в библиотеку, но еще и находясь вообще абсолютно в любом месте, часовой пояс какой-то совсем разный может быть, да, 24 часа на 7, чтобы в телефоне, да, чтобы через информационные вот эти пространства, цифровые пространства, она была доступна. И к этому мы идем, мы запустили уже вот продукты на основе искусственного интеллекта, в том числе и которые сохраняют и популяризируют якутский язык. То есть вот они, две разные, да, стороны, так сказать. Кто-то хочет, чтобы читатель приходил в библиотеку, как раньше, да, а кто-то считает, что уже можно и в гаджетах, но главное, чтобы библиотека была, да, потому что все-таки это кладезь знаний, кладезь полезной информации. Ну и сегодня библиотека — это уже и такой некий источник предоставления различных услуг, что тоже немаловажно. Спасибо большое. Мы надеемся, что съезд пройдет на ура. Ну а наши зрители каким-то образом могут принять участие или только для работников сферы библиотеки? Нет, это как раз-таки диалог власти, профессионального сообщества и общества. И мы в первую очередь, конечно, надеемся, что примут участие те, которые интересуются библиотечной сферой, ну и вообще гуманитарной наукой, да, чтением. И все мероприятия у нас транслируются на нашей странице ВК. Это все пройдет в прямом эфире. Пожалуйста, подключайтесь. Всю информацию можно найти на нашем официальном сайте. В работе съезда представлены и представители и государственной власти, и образования,
и издатели. И я думаю, что сам съезд пройдет очень интересно, потому что вопросов как бы у нас тоже к ним очень много. И думаю, будет возможность обсудить какие-то очень такие важные проблемы. Спасибо большое. Но, конечно же, мы желаем, чтобы все у вас прошло замечательно. Ну и, конечно, это, наверное, не последний съезд. И дай бог, чтобы он приносил свои плоды. Спасибо. Мне вот понравилась мысль про то, что чтобы именно прививать чтение, да, вот в этом контексте, что да, людям нужно больше читать. Как будто бы сейчас все-таки на убыль, казалось бы, идет эта тенденция. Нет, люди читают, но вопрос, что читать? Но, несомненно, библиотеки сегодня ведь это не просто хранилище книг, как мы уже сказали, это многофункциональные учреждения, которые играют важную роль в развитии общества. Сейчас библиотеки, вопреки распространенному заблуждению, не только не умирают, но и заново осмысливают и расширяют свою роль в обществе. Вот, а говоря про то, что почитать, если вдруг не знаете, да, хотите, а вот что, с чего начать? Ну, всегда наша книжная полка вам в этом поможет. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Эверстов, и я бы хотел посоветовать вам сегодня книгу «Собаки и другие люди». Это сборник Захара Прилепина. Я думаю, многие из вас знают, кто это, что это за автор. Читали у него «Обитель», может быть, «Восьмерку», «Саньку», «Ботинки полные горячей водки» и другие замечательные книги от мастера пера. Мы с Захаром знакомы лично, и могу сказать, что этот сборник 13 историй про разных животных. Преимущественно про собак, но также есть про кошку и даже про попугая. Сборник этот я нашел практически случайно, находясь в Санкт-Петербурге, и понял, что это действительно добрая книга. В разное время года нам не хватает таких книг, которые заставят нас улыбнуться, заставят нас посмеяться, вспомнить ту самую свою первую любимую собаку или кошку, или наоборот проявить любовь к тому животному, которое сейчас рядом. Этот сборник 2023 года входил в разные топы, получал какие-то призовые места, но главное, что в нем есть дух добра. И даже одна история связана с Новым годом, поэтому если вам не хватает новогоднего настроения, можете немножечко отсюда его почерпнуть. В первую очередь я рекомендую этот сборник прозы тем, кто любит животных, и тем, у кого есть воспоминания теплые о том самом мохнатом друге с хвостиком. Поэтому сборник «Собаки и другие люди» Захара Прилепина читайте, вникайте в вот этот дух дружбы между человеком и братьями нашими меньшими. Читайте книги, любите жизнь. На календаре 2 декабря. Сегодня отмечают День банковского работника России, День 2D-художников. По народному календарю Авдей – родитель. Русские люди верили, что Авдей покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. За это святого прозвали родителем. В день его именин нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам. По поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом. Также на Авдея опасались выходить на улицу. Старались сидеть дома поближе к теплой печке и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень – напиток на основе меда и пряных трав. Этот день в истории. В 1805 году произошло Аустерлицкое сражение. В 1942 осуществлена первая в мире контролируемая цепная ядерная реакция. В 1956 Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота. 1907 советская межпланетная станция Марс-3 впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса. В том же 1971 образовалась Федерация Объединенных Арабских Эмиратов. В этот день родились Джанни Версачи, итальянский модельер, актриса Люси Лью, певица Нелли Фуртадо, американская певица Бритни Спирс. Именины отмечают Адриан, Герасим, Сергей и Денис.
Сегодня 2 декабря, и вообще начало декабря – это подходящее время для мечтаний и построения планов на будущее. В этот период воздух становится более морознее, дни короче, ну а в душе просыпается волшебное чувство, конечно же, чего? Приближающегося праздника, конечно. А куда деваться? 4 недели осталось, я напомню. Вот. Считается, что вообще в декабре даже самые невероятные мечты имеют шанс обязательно сбыться. И один из способов сгруппировать свои хотелки и визуализировать их – карта желаний, которую можно собрать всей семьей. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы поговорим о том, как правильно загадывать желания. И сегодня я хочу вам предложить сделать карту желаний. Тем более как раз сейчас самое волшебное время для этого. Карта желаний – это визуализация всего того, о чем мы мечтаем. Как она выглядит? Это лист бумаги. В центре необходимо разместить себя. Выбираем фотографию, когда вы в самом хорошем настроении. Пусть это будет самая любимая ваша фотография. Ее надо расположить в центре. Есть сектора, которые необходимо заполнить картинками то, о чем вы мечтаете. Это может быть готовые картинки, которые продаются прям уже готовые наборы карты желаний. Или вы можете использовать журналы, старые журналы, газеты и вырезать именно то, что вы хотите. Если мы говорим по секторам, то здесь богатство и изобилие, слава, любовь и отношения, творчество, дети, поддержка, путешествия, карьера, образование, дом, семья. То есть, если мы говорим о колесе баланса, то здесь как раз-таки все сектора нашей жизни, они будут сбалансированы. Карта желаний – это вещь индивидуальная, то есть каждый член семьи должен оформлять ее самостоятельно. Но это очень интересное времяпрепровождение, то есть можно сесть всей семьей и заполнять карту желаний. Например, если мы возьмем сектор «Слава». Если ваш ребенок занимается спортом, то можно взять, найти картинку там, где, например, вот победитель. Да, то есть вырезать прямо фигуру вот этого победителя. Можно закрыть лицо своей же фотографии или фотографии того человека, который хочет, и прям приклеить на этот сектор. Как работает эта карта? Это в первую очередь визуализация, то есть именно тогда, когда мы приклеиваем все наши желания, наш мозг запоминает то, что мы хотим. Происходит уже фокусирование на своих желаниях. Обычно карта желаний делается на год. И это уже не только просто желание становится, это уже становится целями. Цели и задачи, которые мы ставим на год. Например, если мы ставим путешествие, мы выбираем страны, мы выбираем города, которые мы хотим посетить всей семьей, например. Если это дом, может, кто-то планирует строительство дома, можно прямо приклеить дом мечты, который вы хотите, к чему вы стремитесь. Сектор образования будет интересен, мне кажется, для любого возраста. То есть взрослые могут загадать какой-то личностный рост, еще дополнительное образование. Дети могут поставить закончить школу на отлично, например, или без троек. Если это дети, которые собираются уже куда-то поступать в вузы, то есть они могут выбрать тот вуз, в который они хотят поступить, и непосредственно это уже будет как цель. Карту желаний необходимо заполнять в очень хорошем настроении. То есть нужно быть прям наполненными, радостными, с большим удовольствием сидеть и составлять свою карту. Также карту важно заполнять именно на растущую луну или в полнолуние. Мы все дети природы, и все равно от лунных циклов мы зависим. Если мы начнем ее составлять на убывающую луну, то наоборот мы от всего этого избавляемся. Важным моментом является активация карты. То есть мы, например, сразу же не можем построить дом мечты. Поэтому очень важно начать с каких-то простых желаний. Например, поход в кино всей семьей. Прям наклеили, купили билеты, пошли с семьей в кино. Хоп, уже карта активирована. Как только исполняется желание, карта начинает работать. Составляйте карты желаний, загадывайте, мечтайте. Мечты должны сбываться, тем более в такое волшебное время года.
Ну, да, ты знаешь, сколько людей, столько и мнений. Вот кто-то считает, что вот подобные карты работают, кто-то нет. Ну, а я отношусь к такому действию лишь как к семейному времяпрепровождению. А почему бы нет? Пускай младшее поколение верит, старшее поколение ставит под сомнение. Ну, а в целом, почему бы не сесть и не провести замечательно вечер со своими близкими? Ну, как вариант, да, это же вот мы, в принципе, про это и говорили, что почему всей семьей не заняться вот этой всей историей. С другой стороны, да, как будто, ну, если это так популярно, возможно, это имеет место быть и работать. В принципе, объяснить даже с точки зрения там, с какими-то научными подходами работу этих вещей можно. Не говорю, что я их объясню, мне кажется, можно. Ну, а по мне так лучше, наверное, просто взять и сделать и попробовать, чем говорить и думать. А вот, кстати, в систематизации это чего происходит? Что сделать-то надо? Ты отдаешь вопрос. Потому что иногда можно поставить мега какой-то план, а с чего подхватиться-то непонятно. А тут ты систематизировал и вроде бы уже как-то даже по шагам распределил. Вот сначала это сделать, потом то. И вот так мелкими шажками по кирпичику ты приближаешь свою мечту. Ну, вообще, знаешь, раскладывать все по полочкам и жить в этом ритме, это, конечно, дело такое очень сложное. И быть грамотным во всем, объективным во всем тоже порой сложно. Ну, мне кажется, быть всем во всем, это, в принципе, невозможная история. Но вот героиня нашего следующего сюжета выбрала свою профессию и пришла к ней не просто так. И сегодня ее работа, это любимая работа, с которой она идет, вот, как сказать, Рука в руку с профессией. Рука в руку, да. Когда у журналистов спрашивают, как мечтали ли они стать главным редактором, да, я думаю, что далеко не каждый журналист хочет быть главным редактором, потому что ответственности вагон, и это такая больше организационная, менеджерская работа и никакого творчества. Вот, поэтому я не мечтала быть главным редактором никогда. Но так сложилась жизнь, что в 23 года меня пригласили стать редактором университетской газеты. Ректором был Василий Васильевич Филиппов, и он из всего многообразия вариантов выбрал именно меня, и мне пришлось в 23 года уже стать редактором. И вот уже 20 лет я главред журнала «Журфикс». В связи с юбилейным годом журнал у нас выходит чаще, и вот буквально на днях увидел свет осенний выпуск «Журфикса», который посвящен теме страхов. Все-таки я считаю себя творческим человеком, и поэтому стараюсь не замыкаться только вот в этой менеджерской деятельности организационной и занимаю себя всякими общественными проектами. Сейчас мой основной проект называется «Сахатова-400». Это общественное движение, которое с активистами-соратниками мы создали 2 года назад. И с тех пор сделали массу очень полезных и нужных проектов, продвигающих якутский язык. Ну, наверное, один из самых главных – это проект называется «Просвещающий маршрут». На около 70 остановках города Якутска появились цитаты в 2024 году выдающихся деятелей Якутии на русском и якутском языках. Я думаю, что журналистика относится к тому разряду профессий, который больше как призвание и образ жизни. Да? Вот я как журналист, я всегда замечаю хороших, интересных людей, да, про которых я думаю, вот интересный человек. Какие-то события происходят, да, то есть я все анализирую. Быть журналистом, я думаю, для этого надо иметь какие-то определенные качества и очень любить свою профессию, потому что, возможно, много денег она не принесет, да, но вот это удовольствие и радость от того, что ты делаешь, вот это всегда в избытке. И это здорово. И вот тем, кто хочет быть журналистом, я думаю, что вот надо как-то с детства себя в этом воспитывать. Выбери себе дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня, да? То есть, мне кажется, самое главное – найти дело, которое тебе нравится. Мне повезло в этой жизни, я занимаюсь всегда тем, что мне нравится, что мне по душе, то, что я считаю нужным, полезным, ценным, не только для себя, но и для других. Я очень люблю своих героев, то есть каждый герой моего журнала – это мой друг, товарищ и брат. Вот, наверное, вот моя формула успеха в этом.
Ну, утро, как и день, набирает свои обороты. Мы движемся, не останавливаемся. И сейчас немножко прервемся на наших коллег из информационной службы, потому что они очень спешат и хотят рассказать вам о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Фонд капремонта Якутии объявил акцию «Прощенные дни» с 1 по 31 декабря. В этот период жители смогут полностью погасить задолженность по взносам одним платежом без начисления пений. Акция проходит под девизом «Встречай Новый год без долгов». Оплатить взносы без комиссии можно через официальный сайт фонда, отделение Почты России, а также приложение Сбербанк онлайн и ВТБ онлайн. Научно-производственный центр «Полярный», открывшийся в Якутске 28 ноября, должен стать главной площадкой для испытаний беспилотных авиационных систем всех отечественных производителей. Такое мнение выразил почетный полярник России Николай Находкин, подчеркнув уникальные климатические условия региона. По его словам, Якутия, являющаяся самым холодным местом с перепадами температур более 100 градусов, идеальна для тестирования любой техники. Более 100 общественных и инвестиционных проектов выдвинуто на премию «Звезда Дальнего Востока». Премия, проходящая в 8-й раз, призвана популяризировать проекты, способствующие ускоренному социально-экономическому развитию ДФО, поддержке СВО и волонтерских движений. Ее цель – показать Дальний Восток как территорию роста, повысить информированность о возможностях региона, а также усилить патриотические ценности. Участвовать могут инвесторы, общественные деятели, волонтеры, студенты, журналисты и блогеры из всех дальневосточных и арктических регионов. Проекты будут оцениваться по 10 номинациям. В Вилюйском районе в течение более 20 лет успешно проводится традиционная ярмарка «Идиге». Ее основная цель – поддержка местных товаропроизводителей и обеспечение населения свежей, качественной продукцией. На ярмарке были представлены натуральные продукты от перерабатывающих предприятий, фермерских и частных хозяйств. Из года в год растет спрос на местную продукцию. Увеличивается количество участников, а жители и гости могут приобрести мясо, рыбу, дичь, молочные продукты, мед и многое другое. В этом году впервые ассортимент ярмарки пополнился мясной и рыбной продукцией из Кобяйского и Мирвинского районов. Наше предприятие, оно, можно сказать, молодое, ему всего 11 лет. Но за эти 11 лет мы поднялись с 20 тонн в год переработки рыбы до 150 тонн. Покупательская способность такая организованная, насыщенная. Мы первый раз, но нам очень нравится. Рыба у нас отовсюду. И булунский улус, и вилюйский улус, и кобяйские карасики есть. И, конечно, привозная наша красная рыбка, форель и кита. В Якутске 11 декабря состоится научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию», посвященная столетию Гавриила Иосифовича Черяева. Из 430 представленных работ в финал прошли 250. Форум включает 13 тематических симпозиумов, охватывающих ключевые области экономики и социальной сферы. Конференция дает молодым исследователям возможность продемонстрировать свои знания и получить экспертные советы. Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, что повышает их шансы на успешное обучение. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Спасибо коллегам. Ну а мы двигаемся дальше. И следующий наш сюжет будет интересен всем автомобилистам. Как бы мы ни хотели, но горючее России дорожает не одно десятилетие подряд, независимо от колебаний цен на нефть. Поэтому вопрос экономии топлива становится актуальнее с каждым годом, особенно в зимний период, особенно в нашем регионе, когда нам нужно тратить топливо еще просто на прогрев машины. И существует несколько простых способов существенно снизить расход бензина или дизеля, а значит сэкономить деньги.
Привет, друзья! У всех счастливых обладателей собственных автомобилей есть одна довольно крупная статья расходов. Это топливо. Безусловно, заправлять свой автомобиль нужно и владельцам бензиновых, и дизельных двигателей. Ну, разве что эта проблема обходит стороной владельцев электромобилей. Как немножечко сэкономить на топливе, уменьшить его расход, сейчас расскажем именно вам. Один из факторов экономии – это правильно выбранная скорость. Для езды по трассе рекомендуется держать обороты в районе 2000 на максимальной передаче. Это будет составлять примерно 90-110 км в час. Конечно же, это применимо для езды по загородным дорогам. В городском цикле, к сожалению, экономить топливо будет крайне затруднительно. Аэродинамика – еще один из факторов экономии горючего. Если на вашем автомобиле установлено какое-то дополнительное оборудование, багажник, на котором вы перевозите что-то крупногабаритное, различные элементы обвеса, может быть даже не по стандарту, не по ГОСТу, не по техническим документам установленные покрышки. Все это будет создавать дополнительное воздушное сопротивление, которое приведет к повышенному расходу топлива. Да, если вы собираетесь ехать на 2 дня на природу, багажник вам необходим, но при постоянном движении с пустым багажником горючее у вас будет уходить гораздо больше. Еще один момент про хитрости аэродинамики заключается в таком довольно-таки опасном немножечко совете использовать аэродинамический мешок. При движении по трассе можно пристроиться на небольшом безопасном расстоянии, порядка 20-30 метров, за движущейся со стабильной скоростью фурой. Таким образом, ваш автомобиль будет находиться в аэродинамическом мешке, что позволит существенно, порядка до 10-15% экономить топливо. Но здесь будьте внимательны, нужно делать это крайне осторожно и быть очень уверенным в себе, ведь грузовик может быть внезапно затормозить. Немаловажную роль играет и масса автомобиля. Чем автомобиль легче, тем быстрее, динамичнее он будет двигаться по трассе и меньше расходовать топливо. Если вы возите вдруг с собой в багажнике полную 19-литровую бутыль с водой или тяжелый огромный ящик с инструментами, которые в обычной жизни вам не нужны, то вытащите его, оставьте у себя дома или в гараже, и облегчив автомобиль буквально на несколько десятков килограмм, вы заметите, что ваш расход будет гораздо меньше. И, конечно же, на экономию топлива влияет плавность вождения. Плавные ускорения, плавные торможения, движение без рывков. Все это позволит вам сэкономить горючее порядка 10-15%. Эти моменты очень важны при движении по трассе, ведь резкое ускорение для обгонов, резкое торможение перед каким-то внезапно возникшим препятствием приводит к увеличенному расходу топлива. Конечно же, все эти моменты влияют комплексно на экономию горючего, такие как правильное давление в шинах, аэродинамика автомобиля, стиль вождения, даже порой выбор полосы движения может существенно позволить сэкономить ваш бюджет. Еще одно важное дополнение, что касается аэродинамики. При открытых окнах расход топлива гораздо больше, чем при включенном кондиционере. Это мы проверим в следующей нашей рубрике, в следующей передаче. А сейчас желаю вам безопасного вождения, удачи на дорогах, всего доброго! Ну а тем временем перенесемся в город Нерюнгри, где прошел форум по инженерному образованию и профориентации инженерию, организованный Малой академией наук Республики Саха-Якутия и администрацией Нерюнгринского района при поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. И у нас в студии ректор Малой академии наук Якутии Василий Климович Павлов. Василий Климович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но почему именно форум по инженерному образованию стал таким центральным событием? Почему это направление сегодня так актуально? Хотя, возможно, даже вопрос немножко глупый. Нет, это очень даже важный вопрос, потому что мы живем в таком очень сложном технологическом мире, и с каждым годом на самом-то деле люди немножко отдаляются от тех же технологий, потому что мы становимся людьми, которые используют одну кнопку, да, так сказать. А на самом-то деле, если дети этим занимаются еще со школьной скамьи, то они начинают все познавать, да, так сказать, руками что-то делать, тогда они будут знать, как это все работает. Дело в том, что только таким образом можно в этом мире действительно найти свое место, да, так сказать, в этом высоком технологическом информационном мире. И сейчас такая угроза действительно существует, потому что мы можем просто сказать, да, наши мозги — это наш телефон, да, так сказать, и все. А на самом-то деле мы должны все делать руками, и инженера в этом плане становятся самыми важными людьми. Ну, тогда следующий вопрос будет тоже не менее логичным, да, почему именно Нерюнгри? Да.
2017 года мы активно работаем со школами Нерюнгри, особенно ИТЛ-24, это информационно-технологический лицей, обнаружили удивительный факт, что там очень много талантливых детей, которые показывают удивительные результаты. Роман Богданов со своей разработкой, да, так сказать, вышел на международный уровень. Очень много работ, которые сделали Илья Сисько. Это вот ребята, которые, Владислав Ижик, показали то, что инженерные продукты можно еще и распространить, сделать, патентировать, да, так сказать. Они показали это на самом высоком уровне и получили самые золотые медали и прочие международных конкурсов, выставок, где участвуют дети со всего мира. И это показывает о том, что в этом нашем южном городе Якутии, да, собрались действительно удивительно талантливые люди. Их дети сейчас показывают невероятный результат. Это город пионеров, это город первооткрывателей. 50 лет в этом году, да, исполнилось этому замечательному городу. Он всегда молодой, всегда стремится вперед. И действительно там создана уникальная атмосфера инженерного поиска. Где, как не там бы провести да, такой где форум? там не провести. А какого, наверное, главного эффекта от проведения форума ожидаете? Ожидаем то, что это все будет дальше продолжаться. Дело в том, что форум — это действительно место, где люди собираются. Латинское слово «место встречи», да, так сказать, где люди обмениваются своими мнениями и прочее. На Дальнем Востоке нашей страны очень нужно такое место, который бы стал хабом инженерных мыслей. В дальнейшем он бы превратился и будет превращаться в такой научно-инженерный, очень большой центр для разработок. И в этом плане нам очень нужно действительно, как говорится, застолбить это все дело. И самое важное — сделать его таким центром, куда приезжают люди со всей большой нашей страны и могут рассказывать о передовых опытах и также образовательных темах, которые связаны с инженерным образованием. Василий Климович, вот вы перечислили некоторые фамилии ребят, да, которые уже сделали какой-то свой объект, проект, да, продукт. Вот примерно, над чем сегодня работает подрастающее поколение, вот что это? Да, это к примеру. Сейчас очень много разработок, которые как раз связаны с искусственным интеллектом, естественно. Очень много ребят занимаются программированием. Сейчас уже мы доходим до квантового программирования. Это сложные языки, которые необходимо изучить. И только молодые мозги, которые очень гибкие, яркие, они могут в это дело внедриться, сидеть часами и разработать все это, и стать большими специалистами. На самом-то деле ребята, которые из того же Нерюнгри, сейчас становятся очень известными людьми в нашей стране, потому что они синьоры в известной компании, как Яндекс, для разработок различных программных продуктов и архитектуры программных продуктов. Это самое важное, потому что действительно это показывает, какой путь развития сейчас вот город Нерюнгри прошел. И на самом-то деле мы думаем, что это такой пример хороший для всей Якутии. Вот вы упомянули, да, такую талантливость молодежи нерюнгринской. Вот как думаете, с чем связана эта талантливость? Может быть, все-таки за счет огромного количества, фактически промышленных там созданы действительно удивительные условия, да, так сказать. Я очень благодарен и педагогическому коллективу, да, так сказать, сообществу Нерюнгри, которые сумели привлечь туда на работу, да, так сказать, к себе и сделать невероятно хорошую связь с индустриалами. Дело в том, что Нерюнгринский район, он вводит в себя уже 5 больших индустриальных компаний, да, так сказать, которые там работают, и фактически создана инженерная среда, да, в которой все это разрабатывается. То есть это не просто вот разговоры, теоретические вещи, да, а они просто могут идти на практическое освоение. Ну вот вы уже сказали о том, что у ребят появляются возможности приобрести ту или иную специальность, да, возможно, реализовать свой проект, да. Вот, а сегодня в каких инженерных специальностях вообще нуждается наша республика? Ну, в частности. В частности, у нас очень сильно, да, что имеется, у нас есть, да, это экстракционные добывающие отрасли. Также транспорт, связь, по всем этим направлениям нужны инженеры. Нужны практические решения, очень небольших даже, да, так сказать, моментах, которые могут сразу же усилить и также облегчить работу всех тех технологических новшеств, которые имеются. И поэтому здесь просто огромное море, да, так сказать, потребностей, которые существуют, и ребята нужны инженерными знаниями, да, для того, чтобы это все стало как раз частью комфортной жизни нашей республики.
А у вас вообще огромнейший значит, опыт работы с подрастающим поколением, да? Вот на ваш взгляд, в каком возрасте уже ребенок, подросток может заниматься подобными проектами, принимать участие? Потому что, ну вот, какой-то инженерный проект на уровне начальной школы – это одно дело, да? А в студенчестве это совершенно другое дело. А вот лучше... Самый лучший период, как мы уже изучаем уже больше 10 лет, у нас проходит очень интересный проект, который называется «Одаренный ребенок». Это дети дошкольного возраста, и оказывается, инженерными как раз направлениями могут заинтересоваться дети еще в детском саду. Это уже начало. Дело в том, что у нас есть огромный прекрасный проект, связанный с космическими разработками, и там ребята проявились, которые в 5-летнем возрасте спросили вопрос, да, так сказать, что такое спутник, да, так сказать, и может ли в космическом корабле в таком маленькой точке, да, люди быть. Вот это был главный вопрос, да, и это стало началом огромного пути, и сейчас сейчас где-то 28 декабря мы запустим первый свой космический спутник, да. Это все разработано нашими детьми. То есть родителям как нужно в этот момент обращать внимание на подобные вещи, да? Ну, допустим, одно дело задает вопросы, а другое дело, может быть, надо как-то внимательнее быть в этот момент. Но, как говорил великий Конфуций, если вы мне дадите что-то сделать руками, то я буду знать, да, так сказать. Много надо именно давать ребенку в очень раннем возрасте, и все будет замечательно. Вот на такой позитивной, замечательной ноте мы благодарим вас. И даже с практическим советом родителям. Да. Завершаем наш эфир. И, конечно же, как всегда, мы желаем всем прекрасного, хорошего настроения, отличного рабочего дня. Ну и вот помним о этих золотых словах, которые сказал Василий Климович. Да, Василий Климович, вам тоже спасибо. Спасибо. Успехов в вашей работе, дорогие зрители. Вам на сегодня улыбок, конечно, позитива. Помните о том, что до Нового года остается все меньше и меньше. Но завтра вновь увидимся и встретим уже завтрашний день. До новых встреч. Не забываем про наш активный телеграм-канал, где можно посмотреть эфир заново.